Добрый день, дорогие друзья, гости и участники Международного фестиваля хореографических училищ «Танлие», а также все зрители, которые смотрят наш фестиваль в режиме онлайн. Хочу предложить вашему вниманию небольшую лекцию, посвященную балетам Мариуса Петипа, балетмейстера, чья слава не меркнет с годами, и чей 250-летний юбилей отмечал весь мир несколько лет назад. Но в этой лекции я вовсе не буду пытаться рассказывать вам о балетах великого хореографа. Уверена, что все вы их знаете, исполняете и видели в редакции самых разных театров. Мне хотелось бы проследить путь балетов Петипа на казахстанской сцене. А главное показать, как и в каком виде они существуют сегодня на балетных сценах Казахстана, в частности на сцене столичного театра Астана-опера. Поэтому сначала немного истории о возникновении балетного театра и первых постановках балетов Петипа в Казахстане. Известно, что первый профессиональный драматический театр появился в Казахстане в 1926 году, а в 1933 при театре открывается музыкальная студия. На базе этой студии впоследствии и будет создан первый в стране театр оперы и балета. Наряду с созданием национальных балетов театр, конечно же, ставил перед собой задачу освоения классического репертуара. Первое упоминание в афишах театра балета «Лебединое озеро» появляется в 1936 году в программе «Вечер балета». Наряду с половецкими плясками из оперы «Князь Игорь» и отдельными номерами из балета «Красный маг» шел второй акт «Лебединого озера» в хореографии Льва Иванова. Полностью же спектакль был поставлен на сцене в сезон 1937-1938 годов главным балетмейстером Леонидом Жуковым. Он опирался на постановку Большого театра в редакции Александра Горского. Балет вошел в репертуар и шел на сцене в этой редакции 2 сезона. В 1940 году новую редакцию балета осуществил балетмейстер Ленинградской школы Юрий Ковалев. В 1955 году Юрий Павлович Ковалев сделал новую редакцию балета, бережно сохраняя при этом жемчужины хореографии Мариуса Петипа. В этой редакции и в последующих постановках Ковалева уже были заняты выпускники Ленинградского хореографического училища, впоследствии народные артисты Сара Кушербаева, Ануарбек Джалилов, Заурбек Райбаев. Сара Идрисовна оставила очень точные и ценные характеристики деятельности Юрия Павловича Ковалева, которые опубликованы впервые в юбилейной книге о Саре Кушербаевой. Юрий Павлович получил образование в одной из лучших школ мира – Ленинградском хореографическом училище, пишет она. Он был блестящим танцовщиком, обладал легким прыжком, вращательной и партнерской техникой. Я танцевала во многих его балетах. В основном это были старинные балеты, восстановленные по его интерпретации. «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Жизель». Он относился к ним бережно, сохраняя постановочные фрагменты великих мастеров Петипа, Иванова, Горского. Его хореография гармонично вписывалась в эти спектакли и не нарушала их стиль. Еще одна редакция балета была сделана в 1965 году Натальей Георгиевной Конюс. Она осуществила новую редакцию балета, опираясь на московскую версию. А в 1969 году Владимир Иванович Бурцев перенес на сцену Алматинского театра постановку Белорусского театра оперы и балета. Петр Андреевич Гусев, когда был в Алма-Ате по приглашению театра в 80-х годах, сделал небольшие коррективы по просьбе руководителей балетной труппы, но в целом очень одобрил эту постановку. И в этой версии балет «Лебединое озеро» шел на сцене театра оперы и балета буквально до наших дней. В 2016 году главный балетмейстер театра Гульжан Туткибаева, которая в свое время, будучи примой театра, блистала в партии Адетты и Аделии, поставила свою редакцию балета. Ее мы видим сегодня на сцене театра.
С именем Юрия Ковалева связана и постановка балета «Дон Кихот». Она была сделана им в 1946 году. А в 1969-м новая редакция балета «Дон Кихот» принадлежала Эльдосу Ашимовичу Усину. Еще один шедевр классического наследия – балет «Жизель» был перенесен на казахскую сцену в 1943 году легендарной балериной Галиной Сергеевной Улановой. Галина Сергеевна вместе с другими деятелями культуры была в эвакуации в Алма-Ате 1,5 года. Второй шедевр Чайковского «Пятипа» «Спящая красавица» был показан на сцене Алма-Атинского театра в постановке Михаила Моисеева впервые в 1951 году. За 2 года работы в Алма-Ате он возобновляет балеты «Жизель» и «Лебединое озеро», также в своей редакции. Но уже в 1954 году новую редакцию балета «Спящая красавица» ставит опять-таки Юрий Павлович Ковалев. Балет претерпел еще 2 редакции впоследствии: Юрия Дружинина в 1972 году и приглашенного из Новосибирска балетмейстера Владимира Владимирова в 1996 году уже. Годом ранее Владимиров ставит также балет «Корсар». Обе постановки были перенесены на сцену «Готоп» имени Абая в редакции Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, где Владимиров проходил в свое время стажировку. Исходя из возможностей труппы, балетмейстером были сделаны некоторые сокращения в балетной партитуре спектакля. Практика, к сожалению, очень распространенная в современном театре, поскольку зритель сегодня не готов смотреть 4-актные спектакли с 3 антрактами, и не каждая труппа располагает необходимым для постановок Пятипа составом исполнителей – артистов, кардебалета, миманса и так далее. Но стиль постановки и, главное, жемчужной хореографии были сохранены, что мы видим на запечатленном на пленку спектакле 1996 года. Балет «Раймонда» также был в репертуаре театра. Первая постановка была осуществлена в марте 1941 года Леонидом Крамаревским. А затем в 1952-м, уже после войны, также была осуществлена постановка этого балета приглашенным хореографом Владимиром Козловым. И уже в 1984 году свою редакцию балета поставил на сцене Алматинского театра главный балетмейстер, народный артист наш уважаемый Заурбек Молдогалиевич Райбаев, который поставил свои танцы в некоторых сценах, в сарацинских сценах, но бережно сохранил, тем не менее, вариации в хореографии Мариуса Пятипа. Еще один шедевр Пятипа, балет «Баядерка», был поставлен в 1971 году балетмейстером-постановщиком Владимиром Бурцевым. А в 2014 году новую постановку балета на сцене «Готоп» имени Абая осуществила Габриэла Трофимовна Комлева, прима Мариинского театра, прекрасная исполнительница партии Ники. Мы сделали этот небольшой экскурс в историю, чтобы еще раз показать, что проблемы классического наследия на балетной сцене были актуальны с первых лет существования балетного театра в Казахстане. С большим или меньшим успехом постановщики стремились сохранять классические образцы хореографии, стиль и манеру академических постановок Пятипа. Всегда ли это удавалось – вопрос другого порядка. Но сегодня становится совершенно очевидным, что классика с ее безупречными формами, гармонией и совершенством является гарантом благополучного существования и развития балетной труппы любого театра. Не случайно многие театры на Западе, которые увлеклись современной хореографией, исключив из репертуара классические спектакли, очень скоро почувствовали, как сказалось это на профессиональном уровне труппы. Классика лечит, как говорят опытные педагоги, и, вероятно, это действительно так. Поэтому мне кажется очень символичным, что новый прекрасный театр Астана-Опера в столице открылся именно балетом Петра Ильича Чайковского «Спящая красавица». Постановку балета осуществил Юрий Николаевич Григорович. Юрий Николаевич перенес вторую версию своего балета, в которой были бережно сохранены жемчужины хореографии Пятипа.
Балет был исполнен артистами Национального театра оперы и балета имени Куляш Байсеитовой, которая впоследствии стала ядром балетной труппы «Астана-опера». Юрий Николаевич Григорович, который уже и раньше работал с артистами столичного театра и поставил здесь 2 своих балета, работал с труппой и над постановкой «Спящей красавицы». Он присутствовал на премьере и остался доволен уровнем исполнения классического шедевра. С приходом в театр «Астана-опера» в качестве художественного руководителя народной артистки России Алтынай Асылмуратовой начался новый уровень освоения классического наследия. Получить балеты Пятипа из рук примы Мариинского театра, который по праву называют «домом Пятипа», балерины, которая танцевала эти балеты и в Королевском театре Ковент-Гарден, и в Гран-Опера, и на сценах лучших других театров мира, и чье исполнение признано эталонным ведущими балетными критиками, я считаю, что казахстанскому балету невероятно повезло. Главное, что с артистами репетируют педагоги, которые из рук в руки передают не только хореографию, но и стиль балета в Пятипа. Я имею в виду премьеры Мариинского театра Константина Евгеньевича Заклинского, солистку этого же театра Елену Анатольевну Шерстневу. И, конечно же, Алтынай Абдуахимовну, которая готовит ведущие партии с ведущими солистками театра. Первый спектакль, который перенесла на сцену театра художественный руководитель балетной труппы в 2015 году, это «Баядерка». Тот самый спектакль, в котором блистала сама прима Мариинского театра Алтынай Асылмуратова. Спектакль идет на сцене театра «Астана-опера» в прекрасных декорациях знаменитого итальянского художника Эцио Фриджерио и в костюмах оскароносной Франки Скуарчапино. Он обрел на этой сцене величие и красоту, которые подразумевают классицистские формы балетов Пятипа. При этом пышность и богатство волшебного мира сказочной Индии, выраженные в сценографии и костюмах, только подчеркивают изысканность хореографии. В спектакле сохранена не только хореография Мариуса Пятипа, но и те маленькие шедевры, которые были сочинены позднее и которые органично вошли в ткань спектакля. И, конечно же, волшебный акт теней, который усилиями педагогов-репетиторов обрел совершенство исполнения. В 2016 году в репертуарную афишу столичного театра вошел балет «Дон Кихот», который дал возможность артистам проявить себя технически. Как говорит Алтынай Абдуахимовна, здесь есть простор и для актерской игры, и в то же время и в классических сценах можно проявить академизм. В 2018 году Алтынай Абдуахимовна пересмотрела редакцию балета «Лебединое озеро». Балет этот шел на сцене театра в постановке Турсунбека Абдыбаевича Нуркалиева почти в той же редакции, что и в «Готов у меня Абая». Турсунбек Абдыбаевич сам танцевал в этом спектакле долгие годы, поэтому знал его прекрасно. Правда, новые технологии позволили сделать ряд зрелищных спецэффектов. Так озеро в финале спектакля выходило из берегов и поглощало злого гения, освобождая от чар лебедей.
Алтынай Абдохимовна Асылмуратова перенесла на сцену театра редакцию Мариинского театра со всеми деталями постановки Агриппины Яковлевны Вагановой, которые органично вошли в спектакль «Петипа». И, конечно же, с хореографией Мариуса Петипа и Льва Иванова. Так в последней картине опять появились черные лебеди, символизирующие дуальность мира. А в партитуру была возвращена оригинальная музыка вальса. Но концовка все-таки осталась счастливой, как в советской редакции балета. В том же сезоне состоялась еще одна премьера – балет «Корсар». Сцена «Оживленный сад» – прекрасный пример массовых построений великого хореографа XIX века, которая и сегодня завораживает, особенно если исполнение на должном уровне. К сожалению, у нас нет видео этого спектакля, поэтому придется обойтись фотографиями. И в сезоне 2018-2019 годов в афише появился всеми любимый спектакль «Жизель». На этом спектакле растут солисты, растет кардебалет. И опять хочу отметить работу репетиторов. Театр Астана-Опера может гордиться не только превосходными солистами, но и кардебалетом, который с каждым сезоном становится все лучше и лучше. Конечно, это лучше видеть живьем на спектакле, но, к сожалению, у нас только тоже фотографии. Когда Алтынай Абдохимовна пришла в театр Астана-Опера, она поставила перед собой сложную задачу – собрать на этой сцене все самое лучшее, что есть на балетной мировой сцене. Не говоря уже о балетах XX века, которые сегодня стали классикой, я имею в виду балеты Михаила Фокина, Ролана Пти, Кеннета Макмиллана, и оригинальных балетах XXI века, на сцену театра Астана-Опера перенесены почти все известные балеты Мариуса Петипа. А вчера мы все были на премьере неосуществленного проекта Мариуса Петипа, балета «Роман бутона розы и мотылька», постановку которого сделал для учащихся балетной школы известный балетмейстер Василий Медведев. И этот балет станет визитной карточкой нашей Академии хореографии. Так что я думаю, что редко какой театр может представить репертуарную афишу, в которую входит столько шедевров балетной классики. И что самое важное – в самой аутентичной версии и в таком прекрасном исполнении, с соблюдением стиля и с бережным отношением к хореографии великого мастера Мариуса Петипа. Надеюсь, я не утомила вас, дорогие гости и участники фестиваля. Сухое изложение фактов не может заменить радости от просмотра спектаклей. Поэтому искренне желаю вам посмотреть все эти балеты на сцене театра Астана-Опера в исполнении наших замечательных артистов. Благо мы имеем сегодня такую возможность. Спасибо всем за внимание. Всего вам доброго.